В Америке нету таких цветочных, как у нас. 501 роза будет у нас стоить 2500, да. В Чикаго в Иллинойсе 2 магазина, да. Третий магазин находится в Калифорнии. Магазин больше стал популярным тем, что у нас есть такие необычные цветы, как 1,5-метровые розы. Потому что эти американские цветы, они как бы очень некрасивые, так скажем. Мы стараемся работать на качестве. Конечно же, я хотела бы, чтобы мои магазины Luna Flowers были как в каждом штате. Добрый день, дорогие телезрители! Мы сегодня продолжаем 5-й день наш цикл серии передач. Ренат, надеюсь, спасибо большое, что пришли. Проходите в дом. Мирим Азаматова родилась 16 июня 1994 года в городе Бишкек. Выросла в поселке Беловодская. Училась в Кыргызском национальном университете имени Джусупа Баласагына на факультете управления бизнесом. Далее закончила курс IT. Основательница компании Luna Flowers. Замужем, имеет 2 детей. Любимое дело – проводить время в кругу семьи. Мы совершенно недавно переехали в этот дом, пока еще полностью не обустроились. Это вот мои дети. Амир старший, ему 6 лет. Good morning. Ассаламу алейкум, да. Good morning. И это Луна. В честь нее был назван мой магазин, и вот ей 4 года. Классно. Луна. Они Wi-Fi. My friends. I'm here, my friends. Вот, здесь это моя часть зоны, здесь я люблю готовить, это кухня, и все. Окей. Здесь сейчас погода, к сожалению, не очень, но когда здесь тепло, мы очень любим сидеть там, жарить мясо, проводить время с друзьями, с семьей. Вот. Вы стараетесь больше готовить? Как в Кыргызстане? Или не получается с работой? С работой сложно, но все равно каши, завтраки, по-любому дома. То есть кухня ваше любимое место? Кухня мое любимое место, да, гараж и кухня. Потому что когда начинала этот бизнес, я жила в маленькой квартире и собирала цветы на кухне. И кухня это всегда хорошо. Мы любим иногда сидеть без детей, в тишине, в покое, смотреть телевизор. Петь караоке, да. Здесь есть кухня, такой же холодильник, такой же стол. Здесь мы любим поиграть. Здесь также оборудована кухня, такая же квартира, как будто бы внизу, да. В Америке цветочный бизнес находится на довольно высоком уровне. По словам нашей героини, это красивый бизнес, с цветами приятно работать, они дарят радость и положительные эмоции. Кроме того, можно получать хороший доход. К примеру, букет из 501 розы стоит $2500. Это название в честь моей дочери, то есть это имя моей дочки. Мою дочку зовут Луна. И я хотела, чтобы это в будущем оставался бизнес не только мой, это переходило с поколения в поколение, чтобы это было дело моей дочери, моих детей, да, так скажем. И поэтому, а так цветы, это потому что мне очень нравилось это дело. И когда я искала магазины цветочные, такие, которые я хотела бы получить, подарить своим подругам, то я не видела, в моем районе не было таких цветочных. И я тогда подумала, почему бы не начать это делать. Наши родители, видимо, всех нас одинаково учили, что цветы надо не так держать, а вот низ. Да. На самом деле цветы надо просто держать вот так, да. Если человек, заказывает заранее, то свежесть цветов это у нас всегда. У нас за эти 2 года буквально не было таких
отзывов, что цветы были не свежими. То есть это всегда, ну, мы стараемся работать на качество, да, так скажем. Здесь все построено как бы довольно, так скажем, легко, то есть здесь нету никаких сложностей, если, например, ты платишь все это вовремя, все это так, как надо, заполняешь документы, то никто не создает для тебя никаких сложностей. Как бы ты даже не встречаешься с людьми, ты все делаешь онлайн, ты все делаешь через компьютер, там специальные формы есть. Если ты не понимаешь что-то, то тебе поможет Google, да, так скажем. То есть маленькие компании, такие как мои, они могут начать с того, что просто изучать интернет, да, что типа как открыть бизнес, и там все прям пошагово как бы сказано. У Мирим есть 3 магазина, 2 в Чикаго и 1 в Калифорнии. В планах открыть точки Luna Flowers в каждом штате Америки. Начался вот коронавирус, я тогда уже поняла, что вот сейчас цены упали на аренду, да, и что это хороший момент начать. И как раз у нас стало больше заказов, так как многие болели и многие отправляли цветы в больницы. И так получилось, что уже вот 3-й магазин. Это в Чикаго? В Чикаго 2 магазина, в Иллинойсе 2 магазина, да. 3-й магазин находится в Калифорнии. Да, и в своих клиентах я ценю, что они доверяют мне, то, что когда они приходят и спрашивают, что вот цветы на какой-то особенный случай, и мы разговариваем о том, на какой случай. И я как бы в курсе их личной жизни, да, так скажем, что для меня очень важно держать это как бы в тайне, что, ну не то, что в тайне, а как бы то, что человек доверился, что вот у моей жены день рождения, что вот у меня родился ребенок, у меня мама приезжает, у меня свекровь приезжает, у мамы день рождения, знаете, такие вещи, как будто бы я уже внутри там, я знаю как бы, а вот у моего клиента, там у него сегодня у мамы день рождения, они идут туда. И мои постоянные клиенты, они уже как бы говорят о том, что ты сделай что-нибудь, ну вот уже доверяют настолько, и это очень важно для меня, как бы я это очень ценю. Мне очень приятно работать, когда вот мы друг другу доверяем. Да, мы хотим, чтобы он возвращался, мы хотим как-то иметь, ну, связь, да, такую, что мы знаем, как его зовут, мы знаем, как его жену зовут. Как-то запоминать такие маленькие детали, чтобы человек чувствовал себя немного особенным, да, так скажем. Секрет бизнеса девушки – ее стиль, то есть метровые розы, пионы, букеты из большого количества цветов. В Америке любят маленькие букеты, порядка 12-24 роз. То есть наша фишка, мне кажется, больше секретная в том, что это то, что в Америке нету таких цветочных, как у нас. То есть это у них другой стиль. И поэтому мы выигрываем то, что у нас стиль такой, как в Кыргызстане, как вот в России, да, вот это больше наше. Здесь немного по-другому. Этим мы выигрываем. То есть это вот метровые розы, то есть американцы не покупают метровые розы, они не покупают эти пионы, такие вот, то, что ценится у нас в стране, да. И это самое то, что как бы мы поняли, что вот это требуется. И что многие американцы сейчас тоже интересуются благодаря тому, что мы как бы рекламируем это очень хорошо. То есть команда насчет рекламы, маркетинга у нас очень хорошо работает. И многие американцы уже интересуются. То есть я бы хотела, чтобы в будущем они тоже привыкли дарить там 101 розу на день рождения. Потому что сейчас это принято только у нас, да, например, в наших странах, что вот дарить 101, там 500 роз. А у американцев это больше маленькие букеты. То есть 7, 3, 5. Да, это типа у них вот 12-24. То есть обычно, если они дарят большой букет, это 24 розы. А маленький обычный букет это 12 роз. Ну, дарить цветы нужно всегда без повода. Так. То есть это просто так, что ты типа у тебя хороший день, ты хочешь поднять свои любимые настроения, и ты берешь самый дорогой, самый красивый букет в магазине Luna Flowers и приносишь и даришь свои любимые цветы. И, конечно же, говоришь, что она заслужила самого лучшего. Доставка до Кыргызстана обеспечена, да? Да, кстати, у нас есть магазин в Кыргызстане, где моя мама занимается цветами в Кыргызстане, в Бишкеке. Так что... По какому адресу, где находится? Скажите? Пока что магазина нет, но моя мама также По занимается. доставке, да, доставками. То есть, знаешь, Так что Luna Flowers заказать Бишкек? в Бишкеке. Да. Самый большой заказ это, наверное, 500 роз.
то, что в одном букете, да, так скажем. Но были намного больше букеты. Это, конечно, свадьбы, заказы, похороны, заказы, они намного больше. Ну, а так, что человек пошел на свидание и подарил 501 розу, да. Это было у вас? Это было, да. У нас было это не... 501, сколько стоит, $10? Тогда была другая цена на 501, сейчас 501 роза будет у нас стоить 501. 2500. 2500, да. 2500. То есть это подарил молодой Да. мужчина своей А девушке? почему бы нет? Нет, я абсолютно согласен. То есть у меня есть свой проект, который я начала, это вот Cleaning, то есть она тоже, эта компания хорошо работает и хорошо развивается, то есть у меня есть команда, которая убирается, да, девочки клинингом занимаются, уборкой. Но и в будущем я бы хотела остаться вот то, что у меня получается, то, что в чем у меня есть опыт, это вот больше в цветочном направлении идти вперед. И, конечно же, я хотела бы, чтобы мои магазины Luna Flowers были как в каждом штате, чтобы я могла продать там очень много франшиз, чтобы не только вот в Калифорнии и в Чикаго как бы девушки получали красивые цветы, а также в других штатах. Это букет. Соберите самые любимые цветы. Может, с пиано букет соберем? Не, вот втроем какие цветы любите? Вы, например. Пионы. А вы? Я все Давайте люблю, да? да. Разные вот. Из чего начинается? Вообще, какие цвета подходят, какие ленточки, каким цветам, какие раскраски, что именно? Так, многие наши соотечественники предпочитают цветы, которые содержат только пионы, только одни цветы. То есть это только розы, только пионы. То есть у сборки цветов есть своя техника. То есть это вся техника должна собираться в виде спирали. То есть когда я вижу в магазине покупать цветы, то есть я часто хожу в другие цветочные магазины и смотрю, как у них, знаете, чтобы что-то хорошее взять себе, что-то плохое убрать. И я вижу, что многие не убирают листья, там, многие ленятся, многие не умеют собирать правильный букет по спирали. Что для меня и для моей команды очень важно красиво собрать букет, что когда человек после того, как уберет обертку, он просто мог взять и положить в вазу, и это было бы красиво. Это тоже одна из самых важных частей, да. Подскажите, вот какие вот именно вот им надо вот такие ленточки, да? Или как, или по глазу подбор делаете, или как? Вот, например, есть белые, красные, еще. Да, у нас очень много ленточек там. То это то, что как бы на усмотрение флориста, как ему нравится. И у нас обычно принято спрашивать у клиента, что он предпочитает. Но клиент у нас обычно говорит: на ваше усмотрение, вам виднее, и мы уже оттуда исходим, получается. Ну, в общем, мы такой букет из Luna Flowers Чикаго от салона самой красивой девушки. Спасибо вам большое. Мерим Азаматовой. Везем в Бишкек. Ждите нас. Скоро будем. Мерим мечтала жить в Америке и воплотила свою мечту. Она смогла реализоваться в Чикаго, став успешной в цветочном бизнесе. Мерим советует молодежи из Кыргызстана не терять времени и стремиться к лучшему. Неважно, где ты, неважно, в какой-то стране, в каком-то селе, ты должен начинать это с себя. То есть всегда возможности начать делать что-то лучше. Если ты работаешь где-то, ты можешь начать делать свою работу лучше. И кто-то рано или поздно оценит это. То есть это не так, что вот у меня вот я сижу работником, там, получаю $15 в час, и я никогда не буду расти. Если ты свою работу будешь выполнять хорошо, то твой босс рано или поздно это заметит и предложит тебе что-то лучше, на что ты как бы готов уже, так скажем, да. Вот сейчас я там, где я сейчас, и я думаю, что я могу еще больше. И не ограничивать себя, как бы всегда продолжать верить в себя, всегда ставить какие-то цели, всегда мечтать и не говорить никогда, что вот, а у него там семья такая-то, поэтому он там, а у него там связи, поэтому он там, знаете, это все отговорки, и ты теряешь время, когда ты говоришь эти вещи, да, то есть всегда можно стремиться к лучшему. И в Кыргызстане, и где мы бы не были бы, да. И если ты работаешь посудомойщиком, можно мечтать о том, чтобы иметь свой ресторан, если ты даже моешь посуду. Многие хозяева многих ресторанов, они начинали с посудомойщика, да, так скажем. Так же, как и я. Начала собирать дома, а потом вот уже 3 магазина.
Передаю привет маме и папе, конечно же. Они, наверное, сидят и переживают, что их дочка вот на телевизоре, прямой эфир в Инстаграме. И я очень благодарна, что они воспитали меня таким, какой я есть сейчас, что это все благодаря им. Это все равно идет с детства, это как тебя воспитали. Это брат мой, да, который там, запрещал что-то не давал. И этими моментами я училась договариваться. То есть, если я вот так сделаю, то мама там так скажет. Ну, пожалуйста, ну, как бы уметь договариваться. И этот стержень, это благодаря тому, что родители это мне дали. И спасибо всем тем, кто как бы был всю мою жизнь, да, как бы рядом. И я им всем очень благодарна. И Спасибо. хочу, чтобы все как бы добивались того, чего они хотят. Это очень важно. Да, спасибо за участие в нашей передаче. Это небольшой подарки от нашей компании. Спасибо. Да, вот 30 лет телеканала «Пирамида». Один Вау. из первых коммерческих телеканалов. Спасибо вам Да? большое. Ура! И, конечно же, небольшие сладости. Вот. О, обожаю. Да. Пожалуйста, да? Спасибо вам. Да. Спасибо большое. Спасибо вам.